джинны взамен требуют что-то. Взамен колдун дает всю свою жизнь ему. Джину. Джинну дает, душу продает дьяволу. Черная магия, порча, как еще по-другому. У него есть жена, я хочу, чтобы он от нее ушел и ко мне пришел. Об этом все говорили 5 лет назад. Ну да, конечно, все говорят, как маленький мальчик может просто так взять и просто лечить там до 5000 людей. Не черный джин, а то есть белый. Тоже отрицаешь? Блин, мне кажется, этот джин у тебя сидит. Ну, реально обидно человек, знаешь? Давай поставим точку, не нужно больше такой вопрос мне задавать лишний раз. Я лечу людей, делаю доброе дело и все. Для людей, чтобы как-то... Да, как-то сомневаюсь. Зачем менің личный өмірім біреуге керек? Менің өзімнің өмірім сендер дейтін қандай сұрақтарыңды қойып жатсыңдар, құрып кетші. Ерке сен нормально шақырған кезінде сен маған айт. Жаңағыдай сұрақтарын қайттан сен миды ашытып, нервті қайнатып қайттан соқсың, ондай сұрақтарын қоймаңдар маған. Өздеріңде қатын бала шағаларың бар ғой, зачем такие вопросы задавать, тупые? Қоясыңдар ма, нормально қойыңдар. Сен вообще сосын араласпай тұршы. Запись отыр ма? Все, запись. Приготовились. Екінші сыңар. Приготовились. Начали. Да, мы немножко переборщили, конечно. Это личное, это у каждой своей личной жизни, это уже как бы... Он вообще специально. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Сегодня у нас Ербосын Серикбаев, всеминародный, всеизвестный под названием Укулы Бала, да? Да, Укулы Бала. Ел арасында үкілі бала деп танылған, аралда тұратын жас емші бар деп шалғайға сабылған жұрт. Осы таяғын тастап, жазылып кетсе. Жын кірген адамдар даже аузына бір бисмилля дейтін сөзді ала алмайды. Ал мен қазір аят сүрелермен емдеймін. Во время процедуры, когда пациент приходит к тебе, как ты ощущаешь именно диагноз, болезнь? Всем ассаламу алейкум. Я уже принимаю людей 10 лет. Я родился в Кызылординской области, поселке Аралкум. До 9 лет я жил как обычный ребенок, как все дети обычные. И 9 лет я начал принимать людей, тогда, когда я первый раз начал ощущать именно диагнозы, боли у людей. Когда обращается ко мне человек, я в первую очередь по пульсации смотрю. Если у человека болит сердце, у меня начинает оно колоть. У человека плохое зрение, у меня мутнение. Человек рядом сидит. Ну, конечно, не так, что когда ты возле дороги проезжаешь, ты всех людей не чувствуешь. Вот когда ты отдельно с этим человеком остаешься. То есть прикасание? Да, прикасание, и после этого сразу начинаешь чувствовать у человека, что происходит. Болезни. То есть ты боль чувствуешь прям остро или слегка? Слегка чувствую, не остро. Ну, почему я сейчас в колледже учусь? Потому что раньше, когда я людей принимал, я людям показывал, вот у вас вот тут болит, а у вас вот тут болит. Я хотел изучать анатомию, чтобы четко это и ясно было. Сейчас, например, начинает у меня где-то колоть, да? Я сразу знаю, что это, как болит, почему болит. И сразу могу поставить диагноз по пульсации. Именно как лечить, как что делать? Да, что как делать. И, конечно, в первую очередь, если я не могу этому человеку помочь, да, сразу говорю, потому что это у меня не получится, извините. Первый раз как ты это заметил, что у тебя есть такой дар, да? Я во сне видел, вот, как будто животное ко мне идет, и как будто он со мной разговаривает. Я не могу сказать, что это собака или кошка, но животное, то, что я сейчас помню, да, не хочу врать. Мне сказал, у тебя есть такой мощный сил, который не у всех. Тебе даровал, то есть у тебя оно есть. Если ты начнешь лечить людей,
у тебя эта болезнь уйдет. А значит, тебе во сне Да, пришел во сне это. В каком обличии? Именно, не знаю, да? Не помню, вот честно, я не Мутно, да, помню. по-моему? Мутно было, но я знаю, что это животное было как-то, да. Ну, облик такой. И потом я оттуда вернулся, в Туркестана. На поезде мы с мамой ехали суток, и у меня опять судороги были. И я уснул после судорог, ну, после эпилепсии. И опять я во сне это же начинаю видеть сон. Говорит, Сырель, Жирельнин, есть остановка Корхтада, если вы знаете, станция. Типа, слезь с поезда, а то дальше ты умрешь. И, короче, я маме рассказываю, проснулся, рассказал маме. Мама говорит, вот только что во сне сказал, что если мы дальше поедем, дальше мы будем двигаться, я умру. Сейчас мне нужно будет слезть с поезда в Корхтаде. Ну хорошо, скорую вызвали, как раз у меня еще эпилепсия была, ну судороги были, приступы. Скорый меня забрал и сказали, у меня аппендицит, и оно взорвался. А если чуть-чуть бы опоздали, там часа 2-3, точно я бы умер. То есть в поезде ты в то время спал или просто наяву, на ощущение, ощутил что-то? Ну, я после приступа всегда сплю. Ну, то есть полчаса, 40 минут мне нужно отдохнуть, чтобы я все, чтобы вспомнить. А после эпилепсии я даже иногда, ну, на тот момент, я маму иногда не узнавал. Кто рядом стоит, что, ну, не понимал, что происходит. Вот, я уснул и во сне вот видел, ну, после приступа это было в поезде. И мне сделали операцию, я 10 дней лежал в больнице, реабилитация, уколы каждый день. Но после операции тоже также начал я терять сознание, в день по 5-6 судорог. И потом приехал в деревню, в Аралкум, где я родился. И один из обычных дней к нам пришла соседка. Жала боль в руке, у нее был вывих плеча. И она говорит, я не знаю, куда обратиться, у меня капец, она как болит. Ну, это мамина подружка была. И потом я ее чувствовал, боль, как болит, где болит и что у нее. Ну, то, что на тот момент у меня такое представление было, ну, что можно сделать, чтобы ей стало легче. Легче стало, чтобы дышать, ну, перестал болеть. Я подошел, взял ее руку и правил ей плечо, все. И когда я это сделал, у меня у самого облегчение. Я почувствовал облегчение, да, полностью. И, короче, она пошла к себе домой, мужу рассказала, что вот, Данагуль сын, короче, правил мне плечо, говорит, сейчас у меня не болит, все работает, все хорошо. На второй день весь деревня начал ко мне приходить на лечение. И потихоньку я начал заниматься костоправой. И каждый раз, когда я людей принимал, меня отпускал вот это именно эпилепсия. Потом через год я полностью вылечился. Таблетки, ничего я абсолютно не принимал. Я просто людей принимал, делился биоэнергией, лечил людей и потом сам перестал болеть. И сейчас, в данный момент, я боюсь бросать это дело. Почему? Потому что опять я думаю, что опять оно начнется, если... Ну, я по себе замечаю, месяц-два я людей не принимаю, начинаю сразу болеть. За это сейчас побольше стараюсь лечить людей, побольше стараюсь помогать людям. Ну, это мое дело. Мне это нравится. Вот ты 7 лет или 5 лет назад, 7 лет вроде, да? Ты принимал по 5000 людей, да? Принимал пациентов, Да, 5000 в день, 5000 человек было. А на данный момент сколько ты принимаешь, например? На данный момент, ну, по-разному. В России, например, в один день ко мне приходят люди, приезжают люди, 100-120 в день бывает. В день, да? В день. Ты сам не устаешь? Ну, иногда даже устаешь. Ну, что поделаешь. Люди с надеждой ждут меня. И всегда мне, ну, в Инстаграме пишут, в основном, Ерболсын, когда приезжаешь к нам. И вот к ним я ездил. 100-120 человек собирается в день. Ну, 5 дней, получается, это почти 700 человек.
Ну, это большой поток энергии, и разные люди, тем более с негативными болезнями, это, думаю, Я не могу сказать, что они все негативные люди. Энергообмен все равно бывает. Приходят иногда там негативные люди, приходят иногда вот хорошие, добрые люди, да. Энергообмен и баланс у меня всегда есть. Если бывают люди, которые вот высасывают энергию у человека, я сразу им до свидания. А бывало ли у тебя там, что тебя вызывали именно персонально? Оплачивали расходы, оплачивали на самолет, ну и так далее? Это каждый раз у меня бывает. Бывает. А знаменитые, то есть не знаменитые, а более медийные личности тоже? Известные люди? Да, известные. Ну, известные. Ну, известные люди, конечно, есть, да. А если не секрет, кто там примерно? Мои все пациенты в госслужбе работают, так что не буду говорить. Не говори, да? Да. В основном, смотрите, когда приходят люди, они сразу говорят, дорогу мне открой. Так именно приходят? Да. Именно которые сверху сидят. Да. Никто ли там заговаривает против меня? Нет, многие люди, конечно, меня сейчас в данный момент принимают как, ну, предсказатель, да, будущее там. Я не предсказываю людям, я ничего не умею делать такое, да. Например, я там Тару, Хомалах не открываю никому, дорогу не открываю, это я не умею делать. Из-за этого я не хочу людей обманывать. Я умею лечить, я могу, ну, человек, если пришел, да, с проблемой со здоровьем, конечно, я могу помочь. Но если проблемы у него с деньгами, проблемы там с женой, ну, я не могу ничего сделать, потому что это не мое. То есть профессия у тебя... Целитель больше, да. Целитель. У меня профессия целитель больше. А вот в месяц сколько ты, наверное, зарабатываешь? Ну, по-разному бывает, по-разному бывает. Ну, если грубо сказать, там, 5-10 миллионов. Ну, 5 миллионов точно есть, да. 5 миллионов точно есть. Как я зарабатываю? Например, если я по городам ездю, да, людей, конечно, намного... Ну, по городам у меня немного так-то выходит, потому что у людей я как-то стараюсь не брать, да. Потому что сейчас, например, многие целители по городам ездят с России, с Украины, с Америки, да, есть целители, хорошие монахи. Они принимают людей, но у них один сеанс стоит 100 тысяч или 500 тысяч тенге по-нашему. Фиксированная сумма? Да, фиксированная сумма. И это очень дорого. Простой народ не может позволить себе такой цены, да, на лечение, чтобы ко мне прийти. Из-за этого я везде по-разному ставлю ставки. Ну, например, в Актюбинске я бесплатно абсолютно принимаю людей. Почему? Потому что там я не снимаю там помещение, я у себя дома принимаю. И где-то я квартиру не снимаю, да, жить, чтобы там у меня есть дом свой частный. Из-за этого в Актюбинске у нас бесплатно идет, а по остальным городам, в Кустанае, например, 2000 тенге, в Нур-Султане 5000, в Октаве 5000, в Алмате, да, возможно, 10 тысяч. Ничего не стоит 5 тысяч, 9 Да, тысяч, например, да? ну, люди, я думаю, если человек ценит свое здоровье, я им даже, знаете, я у людей не прошу, да, денег там за лечение. Я говорю, оплачивайте мне дорогу, оплачивайте мне аренду, оплачивайте моей помощнице зарплату, и все, я приеду с удовольствием помочь вам. Ну, если 100 человек соберется, да, по 2000, да, сколько это уже будет? Дорога, в принципе, билет можно купить. И вот у кого нету, конечно, возможности, они бесплатно ко мне приходят. Они отдельно ко мне заходят, говорят, я просто нету у меня возможности. Но если они получают результат, они не 5 тысяч, не 10 тысяч, по миллионам может оставлять. Потому что столько лет человек страдает, ходит, по всем врачам ездит, да, ничего не помогает, сколько операций делали. Конечно, результат, если они получают, они и так-то не найдут по самому тастакутетохшан, да. Просто хазар все люди сейчас думают только о деньгах. Ну да. О деньгах только думают. Вот я сейчас поеду в Нур-Султан, я поработаю, я заработаю там 1 000 000 тенге или еще что-то. Нет, я если к целью именно насчет лечения выехал в дорогу, да, я не думаю об этом. Я думаю только, как можно сделать быстрее людям результат, чтобы они
побыстрее вылечились. Да. И, естественно, когда они быстро получают результат, и также я получаю свою зарплату. Но я делаю доброе дело, не ожидая в ответ ничего абсолютно. Ну, бывало такое, что дарили квартиру, машину? Я так скажу, конечно, подарки всегда бывают у меня, да, получаю Один из самых крупных у тебя? из крупных. Квартиры, скорее всего. Один раз. Один раз, да, квартира была. Второго не было? Нет, не было. Не было. Ну это щедрый подарок. Да, квартира была первый подарок. Ну, обычно они говорят, Ерболсын, ну возьми, типа, что хочешь, купишь себе. А в основном как-то, не знаю. Это сколько лет ты получил квартиру тогда? Я получил квартиру в 17 лет. Это вообще 17 лет получить квартиру в Казахстане, это, блин, Мне сейчас 19. 19. Да, это было Ты 2 года назад. весьма сейчас благополучный парень, и у тебя даже, наверное, есть и недвижимости, помимо твоего дохода, да? Альхамдулиллах, конечно, все имеется. Ну, в первую очередь, вот я 7 лет назад мечтал очень сильно построить родителям дом. Не себе что-то сделать, а родителям, потому что меня воспитали родители. Родители самые ценные. Папа с мамой, да, самые ценные для меня. И им сейчас 60 лет оба. И люди уже не молодые. Из-за этого я хотел, чтобы они жили в городе, чтобы у них частный дом был, огород свой, да, там. Вот они жили раньше в деревне в Оралкуме, потом я начал строить дом, частный дом, 16 лет мне было, ну, на тот момент, 3 года назад. Начал строить дом, за год я построил полностью двухэтажный коттедж, 300 квадратных метров. Трехэтажный? Нет, 300 квадратных метров. 300 квадратных. Да, 300 квадратных метров. Коттедж получается. Вот с деревни они переехали ко мне, я им подарил дом, они сейчас живут в Актюбинске, в городе Актюбе. И самое главное, я исполнил свою мечту именно вот насчет этого. Я хотел, чтобы они жили в городе и дальше как-то у них, ну, Ну да, самая главная мечта это любого сына, это осчастливить родителей. Да. Мать, отца. Да, Но да, это да. не каждому удается. И за это я благодарю Бога, Аллаха благодарю в первую очередь за то, что Он мои молитвы услышал просто. Я сейчас понимаю, что если от души у Бога будешь просить, для брата, да, для мамы, для папы, Он никогда там, тебя не оставит. Он поможет обязательно. За это я всегда молюсь. Даже ко мне люди на лечение ходят, да, вечером я перед сном обязательно Богу молюсь. Я говорю, Аллах, если слышишь меня, если видишь меня, безусловно, ты меня слышишь, я знаю, ты меня видишь. Я Богу молюсь, чтобы они вылечились. И я всем людям говорю, когда вы ко мне на лечение ходите, не просите у меня ничего абсолютно. Я ничего не могу сделать, я проводник, как я делаю то, что могу. Остальное все, лечение, милосердие, это все у Бога просить. Да, исцеление у Аллаха только, да. Ты причина. Я не могу сказать, что я причина, я просто, наверное, как аппарат. Нет, просто человек создает причину, но на самом деле от Господа, от Аллаха. Конечно, конечно, конечно. Ну, Аллах, раз если тебе дает болезнь, значит и исцеление дает. Но это от кого, через кого будет, мы не знаем. Некоторых людей даже лечить как-то руками, биоэнергии, ничего не надо. Просто с ними нужно поговорить, поболтать, да посидеть. Уже человек лечение принимает. Ну, от тебя получается. Потому что наши слова, наша душа лечит другого человека на самом деле. И когда, многие говорят, что Ерболсын, к тебе люди на лечение ходят, выздоравливают, потому что у них такой настрой, говорят, типа я к тебе приду, к Ерболсыну пойду, я вылечусь полностью. Ну, конечно, это безусловно, это подсознание, психосоматика, психология, да, работает насчет этого. Но если, конечно, у тебя никакого биоэнергии нету, никакого целительства, мастерства нету,
человек, конечно, не будет получать результата. Как может, да, 15 лет женщина не могла забеременеть, 15 лет, ходила, там, ЭКО делали несколько раз, да, никак не могли врачи добиться результата. Пришел, там, ко мне на лечение пришла, и за 3 курса полностью вылечилась, и сейчас у них есть ребенок, например. Как это понять? Это не только настрой же. Смотри, это может быть и испытание с ее со стороны. Например, она сколько, 14 лет, да? Да, 14 лет. 14 лет. Недавно, да, одна женщина забеременела с России, с Оренбурга, Надежда ее зовут. Она приходила ко мне 3 раза на лечение. Вот, да, после 3-го курса она забеременела. Через сколько месяцев? Через год, получается, да. Смотри, вот я думаю, вот примерно так, например, да, она не смогла 14 лет забеременеть, но после тебя она, после твоей процедуры, да, лечения, потом исцелилась, родила, то есть забеременела, и, знаешь, она может подумать не от Господа, а, то есть... От меня, да? Да, от меня. Ну, конечно, православные люди думают, что если раз я вылечил его, думают, что капец, я такой дарный человек, что у меня такой большой дар, и я все могу сделать. Но когда ко мне обращается мусульманин, он знает, что это исцеление от Аллаха, потому что религия наша не позволяет. Типа, от людей ничего не бывает же, правильно? Это наша молитва, только Аллах один слышит, и Он исцеляет людей. Просто, как ты только что сказал, причина в данный момент я. Создаешь причину, а остальное от Господа. Да, но некоторые люди понимают по-другому, ставить выше тебя, чем Бога, да, например. Конечно. Бывают такие люди? Бывает. Из 100% целителей в данный момент в Казахстане 80% шарлатаны. Я про это прям 100% могу сказать, потому что сейчас многие, когда на лечение ходят к ним, да, люди говорят: ой, у тебя там порча есть, у меня способность есть, я вижу, все типа. Людей многие обманывают. Многие обманывают. Сейчас ко мне на лечение люди ходят, и у меня начинают спрашивать: Ерболсын, как через 2 года мое состояние будет? Как могу я дорогу открыть? Что ты видишь? Я говорю: я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Если я бы мог это сделать, я бы свою дорогу сначала открыл, да? Лучше как-то все, если умел. Я умею только лечить, я могу там хиджамы ставить, я могу там шерпе делать, да, да, лечить людей по биоэнергии. А так предсказывать ничего не могу. И из-за этого я не хочу людей обманывать насчет этого. Если от лечения человек получает результат, то тогда, конечно, человек тебя не обидит никогда. Да, у нас, если так сказать, в Казахстане, у нас это развито. Это открой дорогу, что в будущем меня ждет, есть ли у меня противники. Не только это. И есть дуа, колдовство. Колдовство, да, это в Коране тоже есть. Черная магия, порча, как еще по-другому. Порча, колдовство есть, да, но это снимает имамы. Если человек там мужу сделал, например, да, черная магия, порча, как он может снять эту порчу? Не целитель снимет, конечно, потому что у целителя это знания не хватит на это. Нужен человек, который хари, Коран полностью, который изучил, да, чтец, и он может только помочь этому человеку. Аллах в первую очередь, но как проводник второй, это имам. Это для этого нужно знание. Не каждый второй это может сделать, правильно? И тоже так же, если, например, я людей принимаю, лечу людей, не каждый это могут делать. Конечно, за кадром сейчас люди смотрят, да, думают, это какая-то фигня. Каждый второй может заниматься. Нет, на самом деле. Сейчас я 10-й год людей принимаю. Это очень тяжело. Каждый раз слышать не только там, да, болезнь, а проблемы каждый раз у людей слышать. Каждый раз это слушать, это все. Это тоже забирает много энергии. А еще тем более лечить, представьте, после лечения в каком состоянии ты будешь. Из-за этого каждому профессию нужен профессиональный человек.
То есть ты заколдованного человека? Нет у тебя такой специфики, которую ты можешь вылечить? Нет, не могу, конечно. Только для, имам, чтец. для этого у меня знаний не хватит. И даже я не могу узнать, у человека есть порча или нет. Я такое не вижу. Я вижу только вот болезни и все. Я могу лечить, я могу это делать, но я не могу что-то там чувствовать именно, как сказать, порчи. Негативную энергетику? Негативную энергетику не могу чувствовать. От всех доброта просто. От доброту чувствую от всех. А если, вот, например, не чтец, не имам, а который сам колдует, да, сам занимается колдовством, но у него есть какая-то сила, да, черная сила. Есть белая сила и черная сила. Ну, это больше джинны. Да, джинны. Вот кто занимается колдовством, а он может расколдовать другого колдуна, то есть который человек-пациент пришел, он заколдован, у него есть дуа, да, он приходит к другому колдуну, который, может ли он вообще расколдовать колдун другого колдовства? Другого колдуна? Да. Так, конечно, может, но если у него сила намного больше. Ну, тут, по идее, как смотрится? Тут они больше работают джиннами, шайтанами, озбиля. Они работают с ними. И, например, если ему там 300 лет, а 400 лет, конечно, он может выиграть того колдуна, который там 10 лет или 20 лет. Это зависит от стажа людей. Я таких людей знаю, потому что из-за этого они как-то крепкие люди, сильные. В Казахстане их 2-3 только, и то они с простыми народами не работают. Они живут очень богато, зачем им простой народ? Они занимаются уже 20-30 лет с этим и живут с этим. То есть ты хочешь сказать, что у человека может селиться такой джин, что он прожил 300-400 лет? И Джинны, конечно, 500 лет могут даже жить. У них есть опыт, целый багаж. Конечно. Что и как. Конечно, абсолютно верно. У них опыт имеется, и они могут... Ну, им же не дано тело. Из-за этого они всегда ищут тело, вселяется в душу человека и управляет над человеком полностью. И человек даже сам не понимает, что он делает. Если даже колдовством этот человек занимается, это не он, это делает джинны. И человек не понимает даже, что делает сам, да? Потому что внутри вцелился джин, шайтан, да. Вот смотри, да, вот насчет джиннов, если мы перешли на тему джиннов, джинны вроде у каждого человека есть. Неважно, русский он, казах, несмотря на национальность, в общем, у любого человека есть джин, да? Или это ошибочное мнение? Я, конечно, их не видел своими глазами, из-за этого я не могу сказать, но в Коране пишется, что они везде, потому что нас, людей и джиннов, вместе создал для поклонения Бога. Да. Люди и джинны, да, есть такое, да. Просто у меня бывает иногда такое ощущение, что ты как бы чувствуешь себя, но иногда просто живешь и, как тебе сказать, ходишь как будто на автопилоте. Иногда ощущаешь себя, но такое ощущение, яркое ощущение, она мимолетная, быстро уходит, и все как будто проходят по умолчанию. Бывает такое? У меня так, например, так бывает. Я так думаю, что, может, мной управляет джин, в основном живет во мне, а определенные минуты, определенные моменты я живу с собой, например. Просто у меня бывают такие ощущения. А бывают ли у тебя такие ощущения? Нет, я живу как обычный человек, как обычные люди, да. Ну, многие говорят, что, да, Ерболсын работает с джиннами, у него вселился джин внутри. Но, люди, вы должны как-то подумать. Джинны бывают разные, и православные джинны бывают, и мусульманы бывают, и атеисты у них тоже бывают. Как люди, они тоже делятся, да, между собой. У них белые бывают, черные силы бывают, ну, разные они. Некоторые могут вред нести на людей, некоторые не могут просто, да, они живут свою жизнь как-то отдельно. Тут многие люди начинают путать целителей, да, меня, да, джиннами. Типа ты работаешь с ними, из-за этого у тебя лучше получается лечить людей, из-за этого ты это все видишь, говорит. Я ничего не вижу, вот это я в первую очередь могу сказать. Я лечу людей, я по пульсации смотрю,
и ставлю диагнозы. И, конечно, через биоэнергию я принимаю людей, ну, лечу. И, естественно, ко мне, если человек обращается, я сразу говорю, я могу гарантию дать, что вылечить его или не могу. По пульсации. Да, по пульсации. И потом дальше работаю с биоэнергией. Но, конечно, целение я прошу только у Аллаха, ни от кого больше. И делаю, когда даже хиджамы, да, мы молимся Богу в первую очередь, чтобы процедура вот это все нормально прошел. Не дай Аллах, чтобы там инфекция попала туда, да, СПИД, ВИЧ, всякие бывают же. Из-за этого всегда мы молимся Аллаху. Вот лично я сам так. Не понимаю людей, которые могут там сидеть и писать мне: Ерболсын, ты колдун, или там ты ясновидящий, или там ты делаешь порчу, да? Нет. Если я бы занимался, я бы сразу стал бы миллиардером. Ты вот сказал, вот есть в Казахстане 2 или 3, которые именно джинны по 400, 500, ну сколько, 600, ну 700 лет, да? Они в каком-то должности работаете или просто и по вип персонам работаете? Нет, я не сказал, что по 600, по 700 лет живут. Ну, я сказал, что есть именно колдуны, которые работают джиннами. Ну, они откровенно об этом говорят. Ну, не, конечно, телевидение там не показывает ничего про них. Но они уже там лет 20-30 людей принимают, да, но работают только с богатыми. С элитным персонам? Да, с элитными персонами работают, их женами некоторые работают, да. Они оплачивают им хорошие деньги за то, что там этот человек сделал там ту или иную услугу? Да, услугу, и все. То есть они буквально творят чудеса или как? Нет, они чудеса, конечно, не могут творить, они не могут лечить людей. Они могут человека хуже сделать. Я понял тебя, да, понял. Они не умеют лечить людей. Ну, то есть, если отправь его, там, инвалида или бесплодных людей, которые не могут, да, иметь детей, или там инсульт, который, да, вот, у человека, они не могут вылечить это. Они могут еще 2 раза хуже сделать этому человеку. Вред. Да, вред нести. Ну, то есть, например, там, к ней пришла там женщина, да, она говорит, показывает мужчину, типа, вот я хочу сделать переворот, чтобы он ко мне вернулся. Но у него есть жена. У него есть жена, я хочу, чтобы он от нее ушел и ко мне пришел. Я за это хорошие деньги дам. 50% они сразу дают им, 50% после результата они. Ну да, женщины, конечно, коварные существа. Вот. Из-за этого их есть. Одна из них, Места, в Алмате работает. Про нее можете посмотреть в YouTube-канале. Я вроде смотрел. Да. Она прям открыто говорит, что она ведьма, да? Да, она открыто говорит, что она ведьма. И она очень много лет занимается этим. То есть, смотри, ведь если они занимаются колдовством, также есть статус колдуна. То есть джинны взамен требуют что-то. Правильно? Да. Взамен колдун дает всю свою жизнь ему. Джину. Джину дает. Душу продает дьяволу. Получается, это если женщина начала заниматься колдовством, то тогда замуж не выходит, детей не имеет, только занимается, да. Ширком, да? Ширком занимается, да. И прислушивается всегда шатана. Ну, после этого какое счастье, да? Для чего вообще? Просто сатана. Да. Ну, после этого какое счастье? Человек всю жизнь живет один, да. Ни детей, ни семьи, ничего нету абсолютно. Но ему весело с ними. С ними чувствует себя в комфорте. При старости, когда никого нету рядом, когда ты уже почти не можешь ходить, джин тебя покидает. Не так ли? Да, джинны покидают людей. Они остаются Ни с чем. ничем. Джин ищет другую жертву, Да, которая тоже такого типа человека. да, абсолютно верно. Ну, я сам про джинны, конечно, много чего не знаю, но я уже 10 лет, ну, как только что сказал, 10 лет занимаюсь лечением, да, целительством. Из-за этого я много об этом наслышан, я много раз слышал, и люди меня обменяли в том, что я работаю с джиннами.
сотрудничаешь с джиннами, да, из-за этого такая популярность у тебя. Да. На самом деле как-то Ну ты хочешь сказать, джинны есть и светлая сторона, и черная сторона. черная сторона. Ты на светлой стороне, правильно? Нет, я вообще я их не слышу, не слушаю, как не слышу, да, я их не вижу, из-за этого я ничего не могу сказать. Ну, люди, раз меня как целителя принимают, они думают, что я имею такой раздар, от кого-то это мне дано, да. Это в первую очередь меня создал Аллах. Я душу свою дьяволу не продал в первую очередь. Альхамдулиллах, я мусульман, и Аллах мне даровал этот прекрасный белый свет. Ты читаешь намаз, Я намаз не читаю, не читаю. но веришь в Аллаха. Конечно, конечно, Так, я верю. продолжай дальше, ага. Я верю в Аллаха, и я молюсь Ему, да. Как-то не знаю, с джиннами как работать. Ну, человек же должен слышать Его, правильно? Слышать там, да, видеть Его, с Ним раз, если работает человек. Я их не слышу, и я знаю, что у меня, ну, дано дар от Аллаха, но это биоэнергия тоже. Это целое как-то... Ну да, я слышал, что, вот, например, колдуны, ну, вот это бахса, вот это. Ну, бывают 4 категории. Да, вот расскажи. 4 категории. Емше, Емша, Корпкель, Куркель, Бахса четвертый, и Тауп. 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 Вот 4 категория. Сейчас про Тауп сейчас вообще не слыхано, не видно сейчас. Тауп? Да. Тауп готовит лекарства, да, травами занимается, да, всегда ищет траву, которую могут там исцелять у людей, да. И вот они готовят лекарства Таупа. Бахса работает после 6, они днем не работают. Наступает ночь, и они начинают работать. Естественно, они работают с джиннами. И бывают ясновидящие. Ясновидящие, они и днем, и ночью работают. То есть они видят, предсказывают, да, людям, там, дорогу открывают якобы. Ну, на самом деле же обманывают. Ну, и их там 90, может, да, 50% они верно говорят, но 50% джинны другой информации им дают. И емше целители, они могут делать там. Емше это как доктор. Ну, традиционный. Да, емше. Как и Тауп, но посредством Да. вены, да? Да. Ну, может, иглотерапией занимается емше, да. Может, хиджама делает, может, исцеляет людей по биоэнергии. Они занимаются больше энергетиками, чакрами работают, энергиями работают. Женщина откуда получает энергию? Например, через пупок. Через пупок лечит женщину, да. Мужчина через чего от чего получает энергию? От копчика. Держит копчик и дает биоэнергию, именно человек получает энергию, лечение. После этого исцеляется. Но Аллах это в первую очередь этому человеку дает дар, в первую очередь. Да, после этого человек начинает работать с ним. Но тут же, конечно, и знания нужно будет людям. Потому что даже ко мне люди приходят, да, на лечение, у меня не спрашивают сертификата, ничего. Вы кем там являетесь, да, на самом деле? Вы целители или там предсказатели или кто вообще? Людям пофигу, приходят, там, вылечи меня и все. Они даже не знают, к кому они пришли. Понимаете? За это я всегда говорю, людям не хватает знания. Если к кому-то я сам обращаюсь, если я болею, я в первую очередь спрашиваю, вы целитель? Или вы как-то там бахса или тауп, кто вы из них? Некоторые целители даже не могут ответить, кто они на самом деле, они сами не знают. Кто ты такой? Да, блуждается. Из-за этого они сразу начинают, ну я могу и сказать, я могу видеть, я могу лечить, да, я могу дорогу открывать, я говорю, это все Вот смотри, вот есть такая процедура, вот приходят именно с водой, да, и воду зачитывают. Заговаривают. Да, заговаривают. Это как рукья, что ли, типа такого. Это помогает это или просто... Воду и заговаривают, и молда, и мамы заговаривают воду. То есть, когда ко мне люди приходят на лечение, я же лечу по биоэнергии, да, например, я держу там человека вот так, и человек начинает чувствовать.
мое лечение, именно как оно идет. Человек чувствует. Но чтобы мне не мешали всякие черные силы, да, они же начинают мешать человеку всегда. Из-за этого я всегда читаю молитву, Коран читаю, чтобы они как-то там, не мешали просто. И даже когда я делаю хиджаму, я читаю молитву, всегда Коран читаю. Уповаешь на Аллаха? Да. А сколько сур ты знаешь? Ой, даже я не читал, сколько я знаю. Ну ты знаешь, в общем. Я знаю, да. Ну, я раньше учился в медресе, из-за этого как-то... Если даже там, как наизусть не знаю, я начинаю открывать книгу, чтобы, ну, без ошибки читать. Я начинаю через книгу читать это все. Прям на арабском? Нет. Понял. А ты не намеревался приступить к намазам, соля, именно читать? Или у тебя есть какой-то определенный возраст, типа я 24 или 25, ну 30? Нет, до 24, до 25 лет я буду жить или нет, не знаю. Ну, кроме Аллаха, это никто не знает. Из-за этого я как на это смотрю? Что держит тебя сейчас? Меня ничего не держит. Именно читать намаз. Ну, если я сейчас буду оправдываться, ну, это как-то глупо. Ну да. Это глупо. Просто у меня пока что не хватает имана, и все. Да, правильно. Ты правильно ответил, да. У каждого у нас, живущих в Казахстане, иманом, конечно, это условие. Мне сейчас 19 лет, и я человек уже как-то не маленький, да, я должен уже начать это. 13 лет почти должен был начать это. Но я только начинаю там намаз делать. Ну да. Утренний намаз, да. Но, конечно, когда люди ко мне приходят на лечение, там, Ерболсын, типа, почему я только что не сказал вам? Потому что когда начинают спрашивать, намаз делаешь или там, когда хочешь начать, я никому ничего не говорю. Я промолчу лучше и все. И это парыз мой. Я это обязательно должен сделать и для себя, и все. И для кого-то, да. Намаз – это основная цель, конечно, человека. Да. Уважение родителей, единение Божие и, конечно, намаз. И я хочу показать, что я же в Турции, в России, в Румынии, в Молдове людей же принимаю. И для этого у меня должен быть сертификат целительства. Вот я всем людям хочу показать, которые меня называют предсказателем или там таупом. Я на самом деле не тауп, не бахса, я на самом деле целитель. И у меня... Я работаю законно. Я известен в народе как целитель. И в 17 республиках... Можно, да? Я даже не спросил. В 17 республиках я могу лечить людей. Только там есть ин, нужно будет его потом... Окей, хорошо. Sen тут Халықаралық емшілер. халықаралық емшілер одағы мүшесі, международный целитель. То есть, чтобы это удостоверение получить, что надо сделать? Пройти тесты. Тесты? Да. Какие тесты? Это сертификат кто выдает, я вам сразу скажу. Бейбітшілік әлемі, халықаралық творческалық бірлестігі, международный казахский творческое объединение. Генерал-майор Абен Нурманов, академик, профессор, да, как он известен. Чтобы получить такое свидетельство о удостоверении именно, нужно будет, конечно, собрать отзывы, нужно будет доказать людям, что ты на самом деле лечишь людей, и они тебе отправляют 5 человек, да, например, на лечение. Инвалида, там один аутизм, один там ЗПР, ЗРР, задержка психического развития, задержка речевого, да, развития. Вот, их отправляют, я 5 дней их лечу, принимаю, они до лечения сдают анализы и после лечения какие у них результаты. А результат бывает после лечения через 40 дней. Именно кто по биоэнергии принимает лечение у меня. Вот, потом проходишь вот через испытание и... Вот ты говоришь генерал, да? Да. Генерал именно нашей армии, что ли, или как? Генерал-майор казахстанский, да. Абен Нурман, можете посмотреть.
Просто я не могу понять, как генерал может, ну, Ну, тут же написано, что казахское творческое объединение из разных республик объединяется, ну, собираются генералы, которые, да, то есть они имеют понятие, Да. как лечить, что вообще. они вот именно делают международное казахское творческое объединение. Это творчество же целительство, правильно? Это Не, я не знал, что это творчество. Это творчество. Я думаю, это дар какой-то. Нет, это в первую очередь для людей творчество. Это творчество, в первую очередь. Почему? Потому что я так скажу, у кого есть целительский дар, они могут очень хорошо петь, они могут писать стихи, они могут писать книги. У них много разных, ну, способностей. То есть я могу петь, да, например, могу писать стихи сам, да, сочинять, могу там танцевать, да, много чего. Именно вот когда человек от Аллаха получает какой-то дар, этот человек уже во всем идеален. То есть я многих целителей знаю, которые лечат людей и поют хорошо, и танцуют хорошо. Ну, люди творческие просто, да. И от них всегда идет доброта. Когда с ними разговариваешь, просто сидишь, да, болтаешь, от них никакого там негативной энергии не ощущаешь. Они хотят всегда помочь, они хотят всегда что-то для тебя сделать лучше, да. Ну, шарлатаны только могут деньги высасывать у людей и все. Ну да, да, конечно. Вот у меня один вопрос, смотри. Ты сам родился где? Злардинская область, поселке Аралком, Аральское море. Это, так сказать, это аул, да? Аул, деревня. Да, да. А там русские классы были? Нет, не было. А как ты научился именно русскому? Вообще, у тебя менталитет, ты хоть в ауле жил, менталитет как будто русский пацан. И говоришь на русском нормально, и у тебя мирозрение как бы, ну, не аулского пацана. Я знаю многих аулских пацанов, вообще как две разные люди, если так сказать, если сравнить, да. Нет, я не могу сказать, что у меня отличный русский уровень, да. Нет, но у тебя мирозрение как похоже, ну, ближе к русскому, да? Да, скорее всего, вот так. Я в 8 классе переехал в Актюбинск, я тогда вообще ни один слов на русском не знал, то есть даже как дела, как переводится, не знал. Ну, я чисто разговаривал только на казахском. Переехал в город, я ровно жил год, начали одноклассники смеяться надо мной, говорят, вот, ничего не понимаешь, ничего не знаешь, да. И потом разозлился и пошел специально учить русский язык. Понял. Выучил. Потом в 8 классе я уехал на учебу в Турцию, в Анталию, Юдор Академию. И там начал уже изучать турецкий язык. И сейчас я на русском, на турецком, на казахском разговариваю, да. И потом, конечно, после 9 класса я начал много выезжать по странам, там, в Украину часто ездил, в Россию, в Киргизию, в Турцию часто начал ездить, в Румынию, в Молдову. И, конечно, у меня везде друзья. Русские, там, молдаваны, латиноамериканцы. Да, А как ты коннектишь с американцами, например, с переводчиком или как? Нет. Почему переводчик? Ну, с турками, друзья у меня турки, я с ними общаюсь на турецком. Ты Русский. прям полностью знаешь турецкий, да? Ну, не полностью, но Ну, знаю. разговор, ну, хорошо, разговорно дальше, ага. знаю, да. Çok güzel konuşuyorum ben Türkçe. Потом с Россией, например, друзья все на русском, да, общаются со мной. Ну, на русском я разговариваю. В Казахстане на казахском. В Киргизии, естественно, как-то они на русском и на киргизском разговаривают, общаются. Я все абсолютно понимаю, когда что-то мне говорят. Из-за этого проблемы в этом ничего нет. А зовут ли вообще другие страны, там, Соединенные Штаты, там, не знаю, Германию? Конечно, конечно. Ко мне очень много людей приезжали с Америки, с Нью-Йорка, с Вашингтона приезжали люди. Казахи? Нет. Американцы? Американцы, да. Они сами переводчиком приходили на лечение в деревню, в Аралкум, искали меня. Вот они когда-то получили результат и начали рассказывать там своим родственникам, да, которые живут в Америке. То, что я в Россию ездил, да, ни один казах нет на лечение у меня там, в Москве, например. Все они русские, да.
Все наслышаны как целителя меня, да, и принимают как целителя Ерболсын. И они сами покупают мне билет и вызывают туда. Я ездил лечить людей. И также в Южной Корее вызывает, да. Ты там был? Не был я там еще. А Я собираешься? хочу вот съездить, да. В Стамбуле я каждые почти 5-6 месяцев ездил туда лечить людей. Вот смотри, вот ты был в Турции, в Дубае, в России, еще где? Румыния, В Румынии, Молдове, Молдове, Украине, Украине. Киргизстан, Да. Узбекистан, Китай. 10, ну, 10 городов, ну, 10 столиц, да? У всех один диагноз. Если Конечно. грубо говорить, да. Конечно, разные. Не у всех не одинаково, но. Ну, если по-разному. грубо сказать, Ну да, грубо сказать, да. одно и то же. да? Аутизм везде, например, у нас. ДЦП везде, глаукома везде, катаракта везде. Почему? Ну, в Казахстане сейчас в каждом третьем семье, каждая третья семья болеет аутизмом, да, например, у них там ребенок страдает от этого. И сейчас с каждым годом их больше и больше становится, не уменьшается, наоборот, количество больше становится. Как ты думаешь? Из-за чего? Да. От прививки? Например, женщина забеременела, да, начинает переживать, начинает болеть, начинает таблетки принимать разные, да, антибиотики, те, кто не знает. Ну, там с мужем начинает ругаться, и у них там недопонимание всегда, у нее истерика, гормоны, я понимаю. Негатив. Негатив, как-то нужно себя успокоить ради ребенка. А это же женщина не понимает, начинает больше как-то нервничать. И в 6 месяцев беременности развивается именно мозг ребенка, да? Когда женщина начинает много переживать, много начинает думать, когда начинает болеть, да, с 6 месяцев беременной, у ребенка развитие останавливается потихоньку и рождается. А уже в утробе Да. у матери уже начинаются все эти болячки. Да. И рождаются дети некоторые рожденным болезнями. То есть не только от женщины зависит, и от мужчины, то есть мужа. Если он, конечно, предоставляет проблемы, создает проблемы, женщина переживает, и плюс проходит все это на ребенка. Да, ну, например, смотрите, сейчас многие мужчины, когда женятся, даже они женятся, когда они даже не сдают там анализ, да, от там инфекции, у них могут быть инфекции, да, хламидия, сифилис, СПИД, ВИЧ, всякие болезни. Они тупо женятся и делают ребенка, да, например. А потом уже последствия. Да, уже ребенок рождается, ну, ребенок больный уже рождается после Ранее говорил, ДЦП. да. Ну, не ходит ребенок, например, там не видит, не слышит. Это же от мужчин тоже зависит, потому что спермограмма-то идет от него, и большая часть это его ребенок как-то. Ну, знаешь, я вот все эти болезни, я думаю, это от Аллаха. То, что грешат родители, грешат отец, например, налево, направо ходит, или когда-то что-то сделал, или мать что-то не то делает, ну, согрешает грехи, посредством этого они как бы расплачиваются детьми, то есть болезнями. Как ты это думаешь, это правильное мнение? Ну, я так думаю, мое мнение так же. Если там я что-то не сделал, или моя жена что-то не сделала, которая, ну, именно грехом, да, ну, сотворила грех, месяц-два проходит, и твой ребенок на завтра начинает болеть. Так, я как считаю, я думаю, что дети никогда не отвечают за родителей. Но у родителей самые ценные дети. Да. А когда они грешат, где побольше? Ну же ребенок, например, даже родился, он же ангел, Бог создает, да, их. Ну да. И когда их создают, там, не для того, что они там болели или еще что-то. Мне кажется, тут уже больше может имам ответить на этот вопрос. Все. Я даже Испытание. на себя много чего не хочу брать. Все, окей. Ну, просто это мое мнение, я так думаю, конечно. Ну, разные бывают, да. Говорят, что если даже совершают ошибки, да, родители, Расплачиваются детьми, да, болезнями расплачиваются детьми. да, с болезнями именно. Но это больше, я бы так сказал, ну, скорее всего, это психологи, люди так думают.
На самом деле, это же... Это жизнь, это испытание, да? Ну да, испытания через это все проходят. Но ответственности нету. Никакого ответственности нету у людей сейчас. Нету, да. Да. Ну, люди, что сейчас? Люди сейчас наркоманят, пьют, там, курят, все делают. Ну, потом у них рождаются такие дети, они еще потом жалуются. Да, внимания сейчас очень мало для детей. Да. Дети сейчас... И ребенок родился уже с смартфоном. Вот так он может сидеть, да. Но это После плачевно, этого, да, конечно, развитие останавливается полностью, и дети начинают болеть, и потом начинаются жаловаться. Вот и мы сделали прививку, и после этого болеет, да. Нет. Это виноваты родители. Не дети, не там, не кто-то другой. Просто родители. Если даже такое испытание, через такое испытание проходит, ну, если даже Бог дал им там болезни, обязательно исцеление дает. Ну да, с каждой проблемой, каждой есть добро. То есть, да, да, да. Как, ну, русские говорят, черная полоса, белая полоса. Я как считаю, вот этот белый свет кому-то дано видеть, а кому-то не дано видеть. Ну, Руслан, мы с тобой самые счастливые люди. Мы живем, дышим, видим. Аллах нам даровал это все. За это нам побольше нужно ценить и благодарить Аллаха за то, что Он нам все это даровал. Кто-то из жизни уходит 10 лет, кто-то уходит 15 лет, кто-то 70 лет уходит. Ну, то, что хорошо мы сейчас живем. И Аллах до сих пор нам дарует. И нам дает время, чтобы мы... Поразмыслить. Когда было время, ты вообще исчез с поля зрения. Тебя вообще не было ни слышно, ни видно. Вот я знаю, что у тебя была депрессия, у тебя шквал хейта было. Да. Как ты от этого вышел? Кто тебе помог именно в этой ситуации? Ну, ты, например, сколько тебе лет тогда? Тогда мне 13 лет. 13 лет. 13 лет я выступал в передаче «Кишка Киздесу», и там... Не, это я знаю. Да, там имамы начали там меня винить, то, что я работаю с джиннами. После этого я попал в депрессию очень сильную. В 13 лет? 13 лет, и я 5 лет не выходил 5 лет? На связь. 4, да, 5. 5 лет почти не выходил на связь на людей. Ну, то есть по телевизору не показывали. Там. Почему ты именно депрессию брал? Ну что, ну сказал имам, ну что? Ну, тогда же я ребенок еще был. А, ты сильно воспринял Я это, да? ребенок был, и после этого как-то у меня пропадает как-то желание лечить людей. После этого я начинаю болеть. Я его слова без конца вспоминаю, да, дома. Хожу, почему он так именно сказал. И нарушил просто, я как мне сказать, сломал психику ребенка. Он запал тебе в голову? Да, запал в голову. В твоей голове? Да. А если он мудрее меня, сильнее меня был бы как-то, он бы это красиво как-то объяснил. Не так, чтобы, да. Ну, я это все воспринимал как, знаете, как негатив. А сейчас мне смешно. Смешно сейчас мне. Я вспоминаю, какой я дурак на самом деле был. Я его слушал и 5 лет не выходил. Вот смотри, во время депрессии 5 лет, как ты вышел именно? Как ты путь нашел? Многие люди сейчас в депрессии ходят, но не знают пути выхода, как выйти. И кто тебе помог? Или ты сам понял, что это не имеет такого особого значения? Да, люди всегда они будут говорят, всегда будет хейтеры, всегда будет плохая сторона, и хорошая сторона. Ну, как ты это понял именно в 13 лет, что это оно того не стоит? Так, ну, она того не стоит, я это знаю, прекрасно понимаю в данный момент, но на тот момент я еще раз повторяю, что я был ребенком. Тогда я попал в депрессию, я лечил людей, но когда меня вызывали журналисты, да, там YouTube-канал, я не выходил никуда. Почему? Потому что я опять же боялся, что меня также будет хейтить. Ну, то есть, и потом я еще не хотел принимать людей как-то. Я начал болеть обратно, потом обратно начал принимать людей. Из-за этого как-то безвыходная ситуация у меня была много раз. То есть ты начал сомневаться в себе? Не только сомневаться, я начал сомневаться, что на самом деле, может, я там работаю джиннами. Да, имам сказал. Да, как имам сказал. Но после этого я как-то, мне исполнилось 15-16 лет, ну, я людей лечил. Я построил мечеть в городе
Ну, область Кызылорда, Кызылординская область, поселок Кошар. Я построил мечеть. Своими силами. Да, я лечил, собирал деньги. И... Вместимости сколько? Ну, не знаю. А, Это лет 5 назад. и сколько там миллионов ушло за построить? Не знаю, не считал. Не знаешь, да? Ну, молодец, конечно. Я как построил мечеть, после этого я начал понимать, что доброе дело не как можно там строить мечети, может там делать там школу строить, да, и делать так доброе дело. Я могу, сейчас же мне как-то Аллах даровал такой дар, почему я это не использую для людей? Во благо. Во благо, да. И не ожидая ничего в ответ. Я начал это все делать, не ожидая вот именно в ответ ничего. Тогда я начал много получать и материально, и морально. Это как-то обратная связь. До этого не так все равно было. А сейчас я лечу людей только во благо, и все. И сейчас самое главное, то, что я не сомневаюсь в своей там, способности. Я это умею, могу об этом говорить, да. Раз если я сейчас тут говорю об этом, значит, я это умею делать. И за свои слова я могу отвечать. Не, смотри, да, конечно, безусловно. Но смотри, мое мнение, но я думаю, да, у каждого человека есть джин. Что у меня, что у окружения, что у русских, что неважно, о какой нации, у каждого человека есть джин. Ну, есть сура какая-то, сура, или не помню, или хадис, пока в жилах есть кровь, в жилах есть джин. Но это не значит, что он негативный джин, или черная сторона, или белая сторона, на самом деле, да. Но вроде в Коране так есть, я не помню точно, но я вроде слышал об этом. Ну, если даже они есть, может, рядом с нами как-то ходит, но оно же не вселяется в нас, правильно? Может, где-то, да, ходит, может, сейчас сидит он рядом. Да, это, конечно, между нами есть занавес, мы не видим их, да, но они нас видят, да, конечно, да. Смотри, пока в жилах есть кровь, в жилах есть и джин. Как ты на это смотришь? Как-то спокойно. Спокойно, да? Спокойно, да. Но самое главное, меня пускай не трогают, и все, я живу своей жизнью. Ну, как я на это смотрю? Ну, если есть, окей, ладно, да. Ну, если человек это не мешает, да, вред никакой не несет, пускай живет своей жизнью. Его же тоже создал Аллах, правильно? Я могу себя защищать только с молитвами. Я могу читать молитвы, молиться Богу, что от всего плохого Он меня защитил сам, да. И я, если буду молиться, конечно, у меня защита будет стоять вот так. А если, конечно, я буду вести такой образ жизни, давно бы вселился в меня. Ну, неправильный образ жизни, так сказать. Ну, я просто слышал, не помню, или я могу ошибаться, просто пророк усмирил своего джина. Ну, так-то слышал где-то, не знаю, достоверно или недостоверно. Некоторые люди задавали вопрос, вот, Ербосын, у каждого из нас есть оно, и у тебя оно, и у меня Да, есть. вот, я об этом говорю, Вот так, да. ну, они говорят, но если, говорю, есть, самое главное, если даже есть, ну, вред тоже никакой не несет. Главное, ты не приносишь жертвоприношения. Я понимаю, если я как человек, если я открываю там сауну, внутри там девчат, да, и продаю наркотики, да, если там, ну, с такими там делами, Творишь если я зло, бы, да, занимался, то тогда, да, естественно, это как-то джинны, и меня на это подталкивает, да, делать. Но если я делаю доброе дело, ну, если никому не мешает оно, я не ворую, там, не обманываю кого-то, не исчезаю, да, из Казахстана, ну, я тут всегда. Почему бы нет, доброе дело делать? Из-за этого... Не, конечно, безусловно, ты, если там ты не предсказываешь, не вот этот 7 камней, или как кумалак, да? Да, это 40 не, камней. Да, не делаешь, да, будущее не говоришь, Да. правильно? Не занимаешь колдовством, какая может быть речь тут о не- джиннах вообще? Да. Ну, на самом деле, да, так и оно есть. А вообще, откуда такая идея прошла, построить мечеть? Кто-то подсказал? Нет, просто захотел это сделать. Мне это нравится. Но я еще хочу построить мечеть. Ну, я как... Дай Аллах. Ну, я не хочу у людей собирать деньги, да, там в Инстаграме, аудитории, там типа, дорогие мои подписчики, я хочу построить мечеть и прошу у вас там помощи. Не хочу я так. А сейчас таких много сейчас. Если построят, я сам соберу потихоньку и сделаю это. И, конечно, ну, самое главное, я это сделал, и все. И я не для кого-то, это для себя просто сделаю, и все. Ради Аллаха.
Ради Аллаха в первую очередь. Но когда человек начинает строить там мечеть, да, начинает там дорогу строить, да, они вклад в себя делают, себе делают вклад именно. На том свете оно как-то возвращается обратно. Это люди сознательно понимают, потому что это в Коране написано. А некоторые люди просто в дороге лежит камень. Большой камень лежит. Пошел, убрал. С целью чего? Вдруг сейчас пройдет, будет проезжать машина, и баллон взорвется. А человека подумал, не о себе, а о других людей подумал, чтобы им хорошо было, как-то удобно было. И взял этот камень, убрал сюда. Это уже чего? Добро. Человек, доброта, да, доброе дело делает. Думает о другом человеке. Да, думает о других. Тоже так же, если я так делаю, я ради кого-то, да, ради кого-то делаю. А если я начинаю сознательно строить там мечеть или строить школу, да? Отдавать свои ресурсы. Да, я энергию. делаю это для себя, ради Аллаха, для себя. Из-за этого я не хочу обманывать себя, что, чем-то другим не хочу себя обманывать. Я самое главное знаю, что я самое главное это сделал и еще хочу сделать. Это вред никому не несет. Дай Аллах, дай. Ну, ты молодец. Тем более 19. А сколько ты? 13? 14? В мечеть построил когда? 14, да. Да, в 14 лет построить мечеть, это не каждому дано. Ну, молодец. Я просто наконец хочу, чтобы некоторые люди услышали, что на самом деле я не предсказатель, потому что из 100 людей, которые ко мне приходят, 90% людей у меня просят, чтобы я там им предсказал свое будущее и открыл дорогу. Открыл дорогу. Как разбогатеть, да? Да. Я пришел сказать, что я с этим не занимаюсь. Ну, люди в основном ищут легкий способ нахождения средств. И еще просят люди, чтобы я онлайн принимал. Онлайн лечил людей там в прямом эфире, в зуме. Да, на камеру поставить, да? Я чувствую тебя. Недавно же одна женщина же выходила, онлайн она принимает людей, онлайн лечит людей. Который вот так сидит. Да. Я все будущее, говорит, приснился мне дед во сне и сказал, занимайся там НЛ-компанией, витамины людям продавай. Люди, если это будут пить, как-то будут выздоравливать через этого. И этот человек говорит, что ей это сказал дедушка во сне. Я говорю, какие у тебя, современные деды, говорю, почему ко мне не приходит и не говорит, Ерболсын занимается фабриками, Эйвеном, да? Это просто многие люди делают от этого бизнес и все. Насчет сна ты затронул, да? Тот, который ты в детстве во сне тебе подошел, пришел, явился, сказал, после этого он приходил во сне? Нет. Только один раз, да? Приходил после этого. Я же говорю, даже я забыл, как он выглядит. Забыл, как он. Я помню, как животное было, да. Как лев или как тигр. Да. Как животное просто было. Она не маленькая была еще, огромная. Тебе было страшно тогда? Страшно. Когда именно увидел этого зверя? Я во сне описал. Все понятно. Мне было страшно, да. Были ли такие люди, более влиятельные, которые принимали агрессию? Ты или лечишь, или мы тебя калечим? Угрозы. Ставили тебе условия такие? Угроза. У меня там брат болеет, говорит, в коляске сидит. Я сейчас тебе все дам, если ты его вылечишь. Но если никакого результата не будет, с головой будешь отвечать. Были такие разговоры, да. Были такие разговоры. Нифига себе. Это в России было, не в Казахстане, в России было. И как ты вышел с этой ситуации? Как всегда, я лечил, добился результата. Просто на тот момент я человеку, не мог показать обратную агрессию. Почему? Потому что я, во-первых, не в Казахстане был, я в России тогда был. Из-за этого, если я бы с ним дрался или ругался, я бы
точно умер бы на тот момент. Ну да, конечно, это не надо. Из-за этого я согласился, сказал хорошо. И там остался, У лечил. тебя не было выбора. Не было выбора никакого. Выбора не было. Из-за этого мы лечили, вот потом я вернулся в Казахстан обратно. И потом банк карантин, и перестал я в Россию ездить. После этого ты не был в России. Недавно был, неделю назад. Таких предложений не было. Нет, не было. Слава Богу. Ну и пусть не будет такие предложения. А в Казахстане не были такие напряги? Или были? В Казахстане всегда словами могут что-то сказать, да? В комментарии написать, там, в Ютубе или там в Инстаграме. А так, на улице, например, я иду, никто ничего не может мне сказать. Ничего. Ну, просто словами все богатыри, батыры, а делами ничего не может Ну показывать. да, диванные там комментарии. Критики. Да, критики, войны вообще. Кто ты, воин? Ну так, Ерики, в завершение, какое повествование, что молодежи скажешь, что посоветуешь? Ну, вообще. Ну, посоветовать-то я ничего не могу, потому что сам молодой пока. Но я могу одно сказать только. Принимайте жизнь так, как она на самом деле есть. С этим жизнь намного интересна. Болезни, проблемы. С этим интересна на самом деле жизнь. Если все прекрасно, все классно было бы, то тогда никакой интересной жизни, вкус жизни бы мы не ощущали, не чувствовали бы. А раз всегда испытание дает, с этим жизнь интересна намного. Из-за этого любите себя, свою жизнь и цените своих близких. Да. То есть не унывайте, какая у вас не была проблема, жизненной ситуации, всегда есть выход. Есть черная полоса и белая полоса. А с вами были Укульбала, Ербосын, Серикбаев. Спасибо большое, Рахмет. Будьте здоровы всегда и будьте хозяином своей жизни. Будьте всегда уверены в своей жизни. У вас все получится. Да. И не ведитесь, то есть не занимайтесь черной магией. Особенно женщинам, которые колдуют некоторых мужчин. И делает многим проблемам, на самом деле. Да. Даже минутку, да? Если даже женщина заколдовала посредством колдуна, это же во вред себе же. Она же себе же вредит, правильно? Это жизнь же бумеранг, она же возвращается обратно. Если человек это даже сдох, да, умер, через какое-то время она будет страдать через это, потому что эта порча будет возвращаться хозяину свою, которую человеку сделал, она будет возвращаться в дух обратно. Это именно черная магия. Этот человек сам будет страдать в конце. Уважаемые женщины, вы услышали, вы поняли, надеюсь. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Все.